10 лет со дня образования. Антимонопольная служба региона отмечает свой юбилей. Сегодня в ведомстве подводили итоги работы за отчетный период. Кроме того, на встрече обсуждали проблемы, с которыми сталкивались специалисты на протяжении ряда лет. Продолжим. Конкуренция – это бесспорно один из главных залогов развития. Особо применимо такое утверждение в сфере экономики. Вот уже 10 лет антимонопольная служба стоит на страже рыночных отношений в нашей республике. О том, какой путь пройден за этот период, а также о конкретных результатах за минувший год, было рассказано в ходе пресс-конференции с участием представителей региональных СМИ и блогеров. Ровно 10 лет подписания правительством постановления о создании члена Ингушского УФАС. И сегодня нам по факту получается 10 лет. И хотим в этом году, получается, структурное преобразование в экономике, насколько у нас это получится провести. И благо у нас есть национальный план развития конкуренции, который подписал президент России в декабре 2017 года. По словам руководства ведомства, минувший год выдался весьма насыщенным. О продуктивности работы говорят данные различных рейтингов по стране. Достигнутые цифры позволили республике по ряду показателей расположиться в первой десятке. Штамп ФАС России нам ставит оценку, это рейтинг территориальных органов ФАС России. Предварительный рейтинг опубликован, и в этом рейтинге мы находимся на 10 месте. То есть у нас никогда этого не было за эти 10 лет, но уже мы там находимся в десятке лучших территориальных органов. Наши дела, то есть по сговору органов власти с субъектом признан в тройке лучших дел вообще в территориальных органах ФАС России. Вот, это тоже говорит о многом, о той работе, которая грамотно, профессионально проводится специалистами нашего управления. В своем докладе Батыр Тачиев привел основные сведения о деятельности службы в 2017-м. Это в первую очередь показатели в сфере контроля за применением федеральных законов о защите конкуренции, о контрактной системе в сфере закупок, а также о проведении контрольных мероприятий и применении мер административной ответственности. Всего было выдано 64 предупреждения и 4 предупреждения органов власти о недопустимости ограничений конкуренции. Из них 8 предупреждений о необходимости прекращения распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту. 5 предупреждений в части недопущения недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение места производства товара, предлагаемых к продаже. Круглую дату, как отмечает Батыр Тачиев, планировалось отпраздновать рядом мероприятий, но в результате день юбилея прошел предельно сдержанно. Причиной тому стала недавняя трагедия в Кемерово, в связи с которой начальник управления выразил соболезнования. От лица Ингушского ФАС России хотелось выразить соболезнования семьям погибшим в Кемерове. Хамзат Костоев, Малсак Игиев, Наиб Сычев.